Спрашивают, если человек совершил благое, например, совершил намаз, дал милостыню, повел себя обходительно с человеком, слушался родителей, а затем стал восхищаться своими делами. Как теперь вообще различить эти вещи? Восхищение собой, показуху, быть довольным своими делами. Вот таким является твой вопрос. Или, например, люди хвалят его. Главное для человека это когда он начинает что-либо, чтобы имел цель снискать довольствие Аллаха, славен он и возвышенно. Главное, чтобы он сам не искал похвалу и также не должен радоваться от того, что хвалят его люди. Человек должен продолжать творить благие дела и по возможности должен стараться, чтобы его дела были скрытыми между собой и Всевышним Аллахом, чтобы другие не видели то, что он совершает. أيوب بن أبي تميمة السختياني كان سريع الدمعة. Аюб ас-Сахтияни был человеком, который мог быстро прослезиться. Когда наворачивались его слезы, он начинал кашлять. Он не хотел видеть, чтобы люди видели, как он плачет. Он считал, его плач – это то, что между ним и между Аллахом пречистым и возвышен. Человек в меру своих возможностей должен скрывать свои дела. Передается, когда Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб, да будет доволен ими Аллах, когда он умер, 100 семей Медины лишились еды, которую они находили у своих домов на рассвете. С того дня они узнали, что именно Али был тем человеком, кто стоял за этим благим поступком. Он приходил к каждому дому, а их было больше 40 домов. Насколько мне известно, к концу ночи он перед каждым домом клал еду, а затем уходил, и никто ничего не знал об этом. о нем. Как узнали, что это был именно он? После его смерти все это моментально прекратилось. Человек по мере своих возможностей должен избегать похвалу людей и не должен сообщать людям о том, что он совершил, за исключением того случая, когда ты хочешь мотивировать людей к совершению благих дел. Но если ты опасаешься за себя, то это не нужно делать. По возможности скрой свои дела. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, 7 укроет Аллах в тени своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени его. Это тот, кто подает милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая. Настолько требуется скрыть свои дела. По возможности нужно скрывать свои дела, так как души слабые, ведь душа человека повелевает зло. Человек начинает восхищаться своими деяниями, а затем ищет людей, кто бы увидел его. Затем его овладевает сатана, постигает обольщение, восхищение самим собой.